главный из приоритетов в нашей деятельности – это союзнические, партнерские отношения с Российской Федерацией. Сотрудничество Абхазии и России носит глобальный, всеобъемлющий характер. Прежде всего, это общие усилия по содержанию общего контура безопасности в регионе Южного Кавказа, Восточного Причерноморья. Крайне важная часть работы, которая обусловлена важным геостратегическим местом нашей, пусть и небольшой страны, в общей архитектуре безопасности Южного Кавказа. Широкое международное признание приходит к тем странам, которые смогли, которым удалось выстроить свой собственный национальный государственный проект. Когда страна богата, сильна, когда ее население хорошо образовано, просвещено, когда государство может оказывать все необходимые услуги своим гражданам, защищать и учитывать их потребности, вот это самый главный результат. У нас уже достаточно серьезный иммунитет против любых попыток оказать на нас внешнее воздействие. Грузия сегодня демонстрирует, по крайней мере декларирует готовность улучшить отношения со своими соседними государствами, в том числе и с Абхазией, и с Республикой Южная Осетия. Мы слышим эти декларации, но для того, чтобы возник какой-то процент доверия, необходимо сделать практические шаги. Прежде всего, я считаю, Грузия должна принять на себя обязательства по неприменению военной силы в отношении Абхазии. После этого можно о чем-то говорить. Эти тезисы являются основными, постоянными в наших дискуссиях, в том числе и в Женевском международном формате. Ни одно государство не может полноценно развиваться без привлечения инвестиций. Инвестиции – необходимый инструмент в устойчивом экономическом развитии любого государства. Некоторые отрасли мы динамично и достаточно настойчиво и успешно развиваем самостоятельно. В то же время, разумеется, оказывается гигантская помощь, финансовая помощь со стороны России, и мы очень ценим и признательны нашим российским союзникам и друзьям за столь масштабную и объемную помощь. Есть отрасли, в которых мы нуждаемся в инвестициях, и, разумеется, наше законодательство призвано к тому, чтобы поощрять подобные инвестиции. Мы всячески намерены содействовать появлению здесь, у нас в республике, в нашей стране, проектов с участием российских инвесторов. Надо понимать, что подавляющее большинство совместных проектов – это инвестиции из России. Мы заинтересованы в партнерстве и готовы к полноценному масштабному сотрудничеству по разным направлениям инвестирования в нашу экономику. Постоянно проводим подобную работу. Она идет по многим направлениям. И наш Государственный комитет по репатриации, Министерство иностранных дел, Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс, все эти структуры, их деятельность нацелена на то, чтобы мы полноценно могли взаимодействовать с нашими соотечественниками, которые проживают во многих странах мира. Это достаточно серьезный потенциал. Я думаю, что если нам удастся консолидировать этот потенциал, конечно, результаты не заставят себя ждать. Мягкую силу мы будем продвигать твердо, последовательно и неуклонно. Мягкая сила имеет колоссальное значение в нашей деятельности, поскольку мы с вами знаем, что зачастую усилия в этом формате превосходят достижения чиновников и дипломатов. Такое случается нередко. Абхазская культура, самобытность, контакты наших деятелей искусства, которые известны по всему миру, контакты наших спортсменов, нашей молодежи, сегодня становится все больше таких примеров взаимодействия, имеют колоссальное значение.
мы, несмотря на попытки некоторых сил помешать этим процессам, будем всемерно продвигать нашу активность, нашу народную дипломатию, общение между людьми и ждем от этого серьезных результатов. Наше взаимодействие в этих форматах будет только нарастать, поскольку нравится кому-то или нет, Абхазия – это неотъемлемая часть вот этого общего евразийского пространства. В силу своего геостратегического положения в Южном Кавказе и в Восточном Причерноморье Абхазия просто обречена быть важным игроком, пусть и небольшой страной, но крайне важным звеном в этом глобальном сотрудничестве. Я думаю, у Абхазии есть колоссальный потенциал логистический, транспортный, транзитный, который при определенной политической конъюнктуре обязательно будет реализован. Абхазия – это неотъемлемая часть вот этого пространства общего Южного Кавказа. И, конечно, важный фактор стабильности, который обеспечивается в том числе и нашими стратегическими партнерскими отношениями с мировой державой, с великой державой, с Российской Федерацией. Мы в полной мере осознаем то колоссальное значение, которое имеет наше сотрудничество, наша договорно-правовая база, которой мы в достаточно серьезной мере снабжены в наших взаимоотношениях с нашим стратегическим союзником. Будем и дальше укреплять это сотрудничество, в том числе и в сфере общей глобальной архитектуры безопасности. Обращаясь к народам и правительствам тех стран, которые пока еще не приняли решение о признании государственного суверенитета Абхазии, нашей страны, я хотел бы сказать следующее. Уважаемые друзья, узнайте побольше об Абхазии, почитайте о ней, о ее многовековой и древней истории, о ее самобытной, уникальной культуре, об особенностях менталитета народа, который населяет эту страну. И тогда, возможно, вы откроете ее для себя. Вы поймете и узнаете наши основания, наших устремлений к независимости, к суверенитету, наше твердое, неуклонное движение к свободе, к равноправным отношениям с различными странами. Абхазия хочет быть открытой миру и хочет открыть для себя этот мир.